Талант Мырза, вы так прочитали, что, честно говоря, то ли от волнения, я даже не помню, какую проблему или проблему вы хотите решить. Все-таки скажите основную проблему, которую вы хотели бы решить. Рахмат, Дастан Далабаевич. Чынында эле биринчи жолу келип атам, улуу залга өзүм толкунданып турам. Бирок негизи бүгүнкү күндө бул министерствонун астына турган задача бул айтып кетпедимби, президент койгон программаны аткаруу. 21-26 утвержденный указом есть программа, ошону ознакомливаться эттим, ошону аягына жеткирүү. Бүгүнкү күндө биринчи планым 22 планга общий 21-26 коюлган 198 мероприятия бар экен. 22 жылы ушунун 58 коюлуптур, ошону толугу менен аткарууга деп даярданып турам өзүм. Рахмат. Ну, вы думаете, вот наш сейчас граждане слушают, они поняли план какой-то, программа, конкретно, что вы хотели бы сделать вот в этом году? Самое главное – обеспечить всю население Кыргызской Республики доступным интернетом. Второе – сохранение и безопасность, то есть постройка ЦОДов. На сегодняшний день у нас в Кыргызстане нету ЦОДов. Сейчас уже прорабатывается программа, как их приобрести, найти доноров. На сегодняшний день уже выделено, есть финансовая составляющая от Всемирного банка в порядке 25 миллионов долларов в грантовом виде. Мы хотим эти деньги освоить именно в этом направлении. И третье – это безопасность, кибербезопасность. Мы все понимаем, что мир стремительно меняется, она меняется в сторону цифровизации. Идет идеология в мире цифровое. У нас на сегодняшний день никаких, посмотрел, никаких кодексов по цифровизации, ничего еще не нормативная основа и устав, она еще старая. Мы хотим его разработать, новые законы. И, конечно же, согласно вами, уважаемые депутаты, принять это все во благо нашего общества. Это хорошие задачи, но они должны быть сопутствующими. Я думаю, что министерство в первую очередь должно облегчить жизнь граждан. Получение государственных услуг в одном месте. Когда человек подает документы на получение справки о несудимости через интернет, но потом едет за справкой, это ли цифровизация? Когда человек хочет получить справку об отсутствии налоговой задолженности и ходит по кабинетам в налоговой службе, туда-сюда, это что, цифровизация? Не цифровизация. Когда у гражданина он потерял справку о том, что квартира это его собственность, а эта справка в единственном экземпляре есть у госоргана, она не хочет его сделать электронным и признать электронную версию. Это ли цифровизация? Ему говорят, в суд иди подавай. Это же не цифровизация. Вот чем вы должны заниматься в первую очередь. Или президент подписал налоговый кодекс, который никто не может найти. И это ли цифровизация? Вы должны облегчить услуги. Вот пришел человек в один госорган, все, он там должен все справки получать и так далее. Кибербезопасность, все правильно вы говорите. Но граждан больше всего волнует вот это, то, что очереди сейчас. Пойдемте в любой налоговый орган. В любое место, где выдают справки. Везде посредники стоят там, очереди, толпы, люди кашляют там, нервничают. Вы должны вот эти проблемы решать. План, программа людей не интересует. Люди хотят экономить свое собственное время. Они приходят, целый день тратят на то, чтобы получить справку. Могу ответить? Уважаемый Дастан Далабаевич, это Эдиль Байсалов вам хочет ответить. Извините, пожалуйста, мы очень хорошо знаем все эти проблемы. Мы очень хорошо знаем эти проблемы, Дастан Далабаевич. Но здесь сотрясать воздухом, вот вам, тому человеку, который здесь 10 лет в этом зале сидел и был в составе правящей партии, и аплодировал здесь всем людям, которые обещали цифровизацию, мы точно в таком же состоянии сейчас находимся и говорим, оказывается, у нас цифровизация была на букву «С». Очень было много лозунгов, докладов, программ, кыркадам и так далее.
И мы сейчас обнаруживаем все вместе, что оказалось, что все страны, все соседи, мы не говорим про развитые государства, все наше окружение давным-давно ушло вперед, уважаемый Дастан Далабаевич. И все вышеперечисленное, мы сейчас с этим разбираемся и решаем. Не на словах, а на деле. Пришел новый президент, и все это делает, в его программе все это есть. Уважаемый Дастан Далабаевич, дайте, пожалуйста, время новому правительству, новому министру с этим разобраться. Мы действительно знаем, проблемы в 100 раз хуже, чем вы описываете. Мы со всем этим разберемся в течение года, 2-3 лет. Мы вам покажем результат. 30 секунд берейін. 6-шы микрофон. Процедура. Менің атыма тиішті болғандан кейін мен жопты бересем болбойт, да? Вот Эдил Жолдубаевич говорит, аплодировали здесь, в партии власти находились. Между прочим, я инициировал законопроект об отмене справки о несудимости, который так и не был принят. Инициировал много инициатив, и я не аплодировал. С 2018 года мы только видим, что вы аплодируете, наоборот, для того, чтобы получить какую-то должность. И я хотел бы вас попросить не переходить на личности. Когда идет конкретный вопрос, я обозначаю проблему, вы сами понимаете, я депутат Джоркинеши, я не могу пойти вместо вас решить эту проблему. Вы прекрасно понимаете полномочия и функции депутата, и функции кабинета министров, и при этом вы говорите, вы просто сотрясаете воздух. Обозначить проблему как депутат Джоркинеши я обязан. Я что должен? Молчать и говорить, вот так это хорошо, что ли? Поэтому я буду об этом говорить. И я прошу еще раз вас, на личности не переходить, давайте конкретно и по делу. Я задал вопрос министру цифрового развития, будет ли он решать вот эти проблемы. Ответьте по существу, не надо тут переходить на личность. Дастан Далабаевич, обязательно. Рахмат. Кейінгі сөз Қыдықбаев